Добрый день, мои юные друзья! Меня зовут Чаңылмырза Асанқызы. Я рада снова встрече с вами. Ребята, я думаю, вы готовы к уроку. Если вы готовы, то мы начинаем наш урок. Давайте сначала посмотрим сказку «Вежливый кролик» и подумаем, о чем идет речь. Вежливый кролик. Жил-был кролик очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь наевшись капусты на огороде, он собрался было домой, как вдруг заметил лисицу. Она возвращалась в лес и была очень сердита и голодна. У кролика дрогнуло сердце. Бежать? Ну куда? И кролик бросился рядом к пещере. Он не знал, что там поселилась змея. Кролик, однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в чужой дом входить не полагается. Нужно поздороваться, подумал он. Но с кем? С пещерой, конечно. И, присев на задние лапки, кролик вежливо сказал: «Здравствуйте, добрая пещера! Разрешите мне, пожалуйста, войти». Да чего же обрадовалась змея, услышав голос кролика. Она очень любила кроличье мясо. «Входите, входите!» – ответила она, желая обмануть кролика. Но кролик по голосу прекрасно понял, с кем имеет дело. «Простите, что я побеспокоил вас», – сказал он. «Я совсем забыл, что меня ждет крольчиха. До свидания!» И бросился бежать прочь со всех ног. Прискакал кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость никогда еще никому не повредила. Змея же свернулась в клубок и проворчала: лучше бы я ему не отвечала. Ох, уже эти мне вежливые кролики. Нужно же было ему просить разрешения войти. Вот, видите, ребята, как важно быть вежливым. Так вежливость спасла жизнь кролика. Скажите, как вел себя кролик? Да, очень вежливо, потому что он был воспитанным и вежливым. Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о вежливости и грубости. Сегодня на уроке вы получите ответы на вопросы, что такое вежливость и что такое грубость. Ознакомитесь с правилами этикета, научитесь правильно вести себя в общественных местах. Знаете ли вы, что такое этикет и в чем он заключается? Этикет, ребята, это установленный порядок поведения людей в обществе. Сущность этикета заключается в уважении к окружающим. Существуют различные виды этикета. Служебный – это деловой, дипломатический, военный, педагогический, врачебный и этикет в общественных местах. Как вы думаете, ребята, школа является общественным местом? Да, правильно. Школа также является общественным местом. И сегодня мы узнаем, какие же правила поведения существуют в общественных местах. С этикетом тесно связано правило вежливости. Ребята, от какого слова произошло слово «вежливость»? Правильно, слово «вежливость» происходит от старославянского «веже», то есть «знаток». Быть вежливым, следовательно, знать, как себя вести. С уважением относиться к окружающим. Значит, ребята, вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Вежливость – черта характера, которая характеризует человека хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Вежливость считается выражением хороших манер и знанием этикета. А противоположностью вежливости является грубость, хамство, проявление высокомерия и пренебрежительного отношения к людям. А что такое грубость?
Какого человека мы можем назвать грубым? Да, правильно. Грубость, ребята, это жестокое отношение человека к людям, животным. Грубый человек – это невежливый, неучтивый, черствый человек. Он не уважает людей, поступает неправильно, не соблюдает этикет в общественных местах. Никогда не отвечайте грубости на грубость. Помните, вежливость – лучшее лекарство от злобы и грубости. А теперь назовите несколько вежливых слов. Вежливых слов не одно и не два. Помни и знай эти чудо-слова. Здравствуйте, привет, добрый день, до свидания, пока, спасибо, благодарю, будьте добры, извините, пожалуйста, счастливого пути, простите, я виноват. Ребята, эти слова называются волшебными. Почему они называются волшебными? И какое волшебство они совершают? Правильно, эти слова делают нашу речь приятной, более теплой, доброжелательной. Посмотрите на эти слова, на какие группы можно их разделить. Вы правильно отметили, их можно разделить на 5 групп. Здравствуйте, добрый день, привет – это приветствие. До свидания, пока, счастливого пути – это прощание. Извините, простите, я виноват – это извинение. Спасибо, благодарю – это благодарность. Будьте добры, пожалуйста – это просьба. Что обозначают вежливые слова? Ребята, знаете ли вы, что значат вежливые слова? Когда мы употребляем? Да, никто не будет спорить, что такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «до свидания» приятно слышать каждому. Но, произнося их автоматически, мы часто не задумываемся о том, что каждый из них означает. Слово «доброе утро» — это значит, что мы желаем нашим близким, знакомым и незнакомым приятного настроения. Хотим, чтобы весь день у них был радостным, светлым и добрым. Скажите, когда мы используем слово «здравствуйте», что обозначает это слово? Мы используем это слово при встрече. Слово очень старое. Связано оно со словом «дерево». Когда-то давно люди, произнося слово «здравствуйте», желали другим быть могучими и крепкими, как дерево, дуб. И теперь, когда мы произносим это слово, желаем человеку быть здоровым, сильным, крепким, и мы желаем вам здоровья. Поэтому людям приятно слышать это приветствие. А когда говорят «до свидания», что обозначает это выражение? Прощание означает «я провел с тобой какое-то время, наша встреча на этом заканчивается, но она значима для меня». «Прости» имеет более личный смысл, связанный с душевными переживаниями, а «извини» — формальный вариант извинения, который требует от нас общества и его нормы. Слово «пожалуйста» мы произносим в ответ на «спасибо» и тогда, когда просим о чем-либо. «Спасибо» — другой, у которого есть собственные желания, не обязан был делать то, что сделал. Таким образом, мы ему говорим, что признаем его заслугу в этом поступке и желаем ему спасения. Или, в свою очередь, желаем ему подарить что-то хорошее. А слово «благодарю» значит, что в ответ на какое-то действие или слово мы дарим человеку благо. Ребята, вежливые слова нужно не только знать, но и использовать в своей речи, чтобы не прослыть невежливым человеком и быть понятным для своего собеседника.
Сейчас проверим ваши знания вежливых слов. Давайте рассмотрим следующие ситуации. Послушайте первую ситуацию. Анара пришла в магазин и сказала: «Дайте мне пакет молока». Правильно ли сказала Анара? Как она должна была обращаться? Анара грубо попросила. Она забыла волшебное слово «пожалуйста». А сейчас послушайте вторую ситуацию. Адилет забыл ручку дома и попросил у Айдай: «Эй, дай ручку, а то мне нечем писать». Айдай ответила: «Извини, Адилет, у меня нет ручки». Теперь скажите, кто из детей сказал правильно, а кто сказал неправильно? Да, Адилет спросил очень грубо, а Айдай ответила вежливо. Мальчик сидел на скамейке и крикнул прохожему: «Сколько времени?» Сделал ошибки. Назовите их. Да, нельзя кричать. Надо говорить спокойно. Нужно обратиться к прохожему, извинившись при этом за то, что вы его побеспокоили, и употребить вежливые слова: «Извините, пожалуйста, не могли бы вы сказать, который час?» Айгерим конфетку в классе съедает. Фантик куда? Догадайтесь, бросает. В этом вопросе, ребята, туман. В урну, под парту или в карман? Правильно, любой мусор надо выбрасывать в урну или в мусорный бак. А теперь рассмотрим правила поведения в общественных местах. Кто первым здоровается при входе в помещение? Первым всегда здоровается входящий, независимо от пола и возраста. А кто должен здороваться первым? Стоящий или проходящий? Проходящий. Правила поведения в магазине. Кто кого должен пропустить? Тот, кто входит в магазин, или тот, кто выходит? Надо пропустить того, кто выходит из магазина. Как правильно спросить, кто последний или кто крайний? Говорят, кто последний. Скажите, можно ли входить в магазин с собакой? Нет, даже если собака небольшая. Как правильно обратиться к продавцу? Да, со словами «будьте добры», «пожалуйста», «будьте любезны». Правила поведения на улице, в транспорте. С какой стороны обходят прохожих? Идущих впереди обходят слева, а идущих навстречу справа. При входе или выходе из общественного транспорта кому отдается первенство? Правильно, первой заходит женщина, затем мужчина. При выходе наоборот. Как поступить, если рядом с вами в транспорте стоит человек старше вас? Надо встать и уступить место. Ребята, вежливость способствует общению с людьми, поэтому не забывайте о своих манерах и будьте приятными в общении. А сейчас послушайте домашнее задание. Составьте диалог со своим другом, используя волшебные слова. Наш классный час подходит к концу. Давайте подведем итоги. Чему мы научились сегодня? Мы получили ответы на вопросы, что такое вежливость и что такое грубость. Познакомились с правилами этикета, научились правильно вести себя в общественных местах. Наш урок хотелось бы закончить следующим стихотворением. Слова. До свидания. Спасибо. Простите. Пожалуйста. Здравствуйте. Щедро дарите. Дарите прохожим, друзьям и знакомым. В троллейбусе, в парке и дома. Слова эти очень и очень важны.
Они человеку как воздух нужны. Без них невозможно на свете прожить. Слова эти надо с улыбкой дарить. Ребята, на этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.